Господин председатель, Россия глубоко обеспокоена конфликтом в Сирии, продолжающимся уже шестой год, в результате бездумной внешней политики отдельных международных и региональных игроков, которым однажды пришло в голову сменить власть в Дамаске и круто перекроить политическую, этноконфессиональную и экономическую карту региона. Рассматриваем это как современную агрессивную форму колониализма. Мы прилагаем колоссальные усилия с тем, чтобы помочь прекратить эту войну, вывести сирийцев на прямые переговоры под эгидой ООН относительно будущего политического устройства страны, а в качестве немедленной задачи облегчить положение мирного населения в условиях конфликта. Одновременно Российская Федерация по просьбе правительства Сирийской Арабской Республики осуществляет военную поддержку в борьбе с террористами, хлынувшими в страну изо всех щелей, чтобы, согласно полученным инструкциям, помочь расправиться с законным правительством. При этом вооруженный экстремизм очень быстро подмял под себя протестные движения. Сращивание этих явлений произошло при обширной финансовой, материальной и пропагандистской поддержке извне. Фантомная концепция умеренной сирийской оппозиции фактически провалилась. На политическом направлении Россия, наряду с заинтересованными международными партнерами, предпринято немало шагов, направленных на скорейшее завершение конфликта. Создан формат международной группы поддержки Сирии под сопредседательством России и Соединенных Штатов. Ею, а также Советом Безопасности ООН, выработан пласт основополагающих документов сирийского урегулирования, которыми, в частности, руководствуется в своей работе специальный посланник генсекретаря ООН Стаффан де Мистура. Сирийский сюжет, как вопрос международного мира и безопасности, должен рассматриваться в Совете Безопасности ООН в соответствии с его прерогативами по уставу организации. Говорить о том, что усилия Совета Безопасности по обеспечению мира в Сирии блокированы, значит искажать реальность. Если порой не удается прийти к консенсусу по тому или иному документу, как вы знаете, последний раз это случилось 5 декабря, это означает, что он был не сбалансирован, недостаточно подготовлен и служил целям, далеким от урегулирования. Шумные представления под прицелом телевизионных камер действительно не помогают делу. Господин председатель, вокруг Алеппо сложилась драматическая обстановка. В свое время восточная часть этого города была превращена в настоящую цитадель вооруженных группировок под началом террористов Джабхат ан-Нусры. Они нещадно терроризировали оказавшихся под их пятой горожан, держали в страхе жителей подконтрольных правительству западных кварталов. С сохранением такой ситуации нельзя было мириться. Мы неустанно работаем с американской стороной, а также ключевыми региональными партнерами над выработкой наиболее эффективного и безболезненного решения по Алеппо. Этой теме были посвящены встречи Сергея Лаврова и Джона Керри 2 и 7 декабря. Досогласовать взаимоприемлемую схему призванная экспертная российско-американская встреча завтра, 10 декабря. Вчера же вокруг восточного Алеппо были приостановлены боевые действия сирийской армии для обеспечения вывода мирных жителей, желающих покинуть город. По последним сообщениям удалось вывести 10 500 человек, в том числе 4015 детей. Господин председатель, внесенный сегодня проект резолюции имеет серьезные недостатки. Неверно определены причины зарождения и развития конфликта в Сирии. Зашкаливает обвинительный акцент в адрес властей страны. Слишком схематично прописаны элементы, связанные с террористической угрозой и ролью иностранных спонсоров в ее сохранении и наращивании. Кстати, террористы в регионе научились производить и использовать отравляющие вещества в качестве оружия. Масштаб этой угрозы еще предстоит оценить и найти на нее достойный ответ. В проекте нет четкого указания на то, что прекращение боевых действий не может распространяться на террористов. Отсутствует упоминание ключевой проблемы отмежевания от них так называемой умеренной вооруженной оппозиции. Не учитывается последняя динамика вокруг Алеппо. На гуманитарном треке мы помогаем конкретными делами по целому ряду направлений. В Сирию направляются значительные объемы гуманитарной помощи.
Зачастую мы это делаем совместно с зарубежными друзьями. Ожидаем, что нашему примеру последуют и другие. В первую очередь те, кто наотрез отказывается взаимодействовать с сирийскими властями и всю энергию тратит на угрозы и обвинения. Односторонними рестрикциями вы не воспитаете сирийское руководство, а медленно удушаете население страны, о котором на словах так печетесь. В Алеппо самоотверженно работают наши медики. На днях в результате обстрела боевиками российского мобильного госпиталя погибли 2 женщины-медсестры. Реакция на эту трагедию последовала более чем приглушенная, как со стороны государств, так и международных и неправительственных организаций. Ну что же, двойным стандартам мы уже перестали удивляться. Призываем к скорейшему возобновлению межсирийских переговоров во исполнение резолюции Совета Безопасности. Полугодовой перерыв по причине неготовности разрозненной оппозиции к предметному разговору – это недопустимая роскошь. Рассчитываем на более активную позицию ООНовского посредничества. Хотели бы также напомнить о становящейся все более актуальной задаче формирования подлинно глобальной антитеррористической коалиции на базе международного права. Трагедия сегодня может постучаться в каждый дом, как бы он ни был защищен. Вот эта тема точно заслуживает самого широкого обсуждения всеми государствами-членами ООН, в том числе на площадке Генеральной Ассамблеи. Господин председатель, по вышеизложенным причинам российская делегация проголосует против проекта резолюции, представленного Канадой. Я благодарю вас. Я вынужден кратко прокомментировать выступление делегации Соединенных Штатов. Делегация Соединенных Штатов предпочла заниматься агрессивной риторикой, сделав ставку на дальнейшее обострение вокруг Алеппо, нисколько не беспокоясь о судьбе его гражданского населения. Именно делегация Соединенных Штатов дезавуировала предложение государственного секретаря США по Алеппо, переданное нашему министру иностранных дел 2 декабря. Именно делегация Соединенных Штатов сорвала согласованную министрами встречу экспертов, предпочтя практической работе, сколь шумное, столь и бесполезное пропагандистское шоу в Совете Безопасности. Чем тиражировать пропагандистские штампы по Алеппо, делегации Соединенных Штатов лучше бы рассказать о том, что происходит под руководством Соединенных Штатов вокруг Мосула, что произошло под руководством Соединенных Штатов в Фаллудже. Делегация Соединенных Штатов могла бы подвести итоги катастрофической политики своей страны в Ираке, Ливии, Сирии. Политики, за которую народы этих стран и далеко за их пределами заплатили и еще долго будут платить слишком высокую цену. Я благодарю вас, господин председатель. And I thank the distinguished permanent representative of the Russian Federation. Благодарю вас, господин председатель. Как и в прошлом году, наша делегация проголосовала против обсуждения в Совете Безопасности ситуации с правами человека в КНДР. Мы неоднократно высказывали свое негативное отношение к бросу правозащитных сюжетов в повестку дня Совета Безопасности. Мы считаем, что они не относятся к компетенции Совета и должны рассматриваться в профильных органах, прежде всего в Совете ООН по правам человека. В поле зрения Совета Безопасности должны находиться проблемы, которые представляют реальную угрозу международному миру и безопасности. Регулярное насыщение его повестки дня непрофильными вопросами, такие как сегодняшняя тема, неизбежно ведет к распылению внимания и сил Совета, снижению эффективности его работы. Если же говорить о потенциальной отдаче от данного заседания, то многолетняя практика органов системы ООН по правам человека наглядно свидетельствует, что огульная критика и навешивание ярлыков еще никогда не приводили к позитивным результатам, которые можно достичь лишь через укрепление доверия и развитие взаимодействия между странами. Мы вынуждены отметить, что сегодняшняя дискуссия является еще одним шагом в противоположном направлении. На данном этапе основная задача Совета состоит в скорейшем создании условий для возобновления переговорного процесса по ядерной проблеме Корейского полуострова. При этом нашим приоритетом должна оставаться приверженность мирному решению имеющихся проблем. Нынешняя непростая ситуация не должна служить предлогом для увеличения иностранных военных потенциалов.
Мы призываем все стороны к уменьшению напряженности, отказу от воинственной риторики и скорейшему началу политического процесса для выхода из тупика. Благодарю вас.